Спустя более 100 лет после смерти пророка, когда прошли сложнейшие времена для мусульман, и многие мусульмане уже жили в роскоши и достатке, среди верующих стала распространяться жажда к приумножению своего богатства и любовь к этому бренному миру. Многие позабыли, что пророк завещал своим сподвижникам и последующим поколениям не привязывать свое сердце к временным усладам этой обманчивой жизни. Однако были и те, кто твердо придерживался пути праведных предков. Они следовали примеру благочестивых сподвижников, ограждая свои души от всего того, что могло бы отвлечь их от поклонения Всевышнему. Они ели самую скромную пищу и ели только тот объем, в котором нуждалось их тело. Они одевали самую простую одежду, которая была покрыта множеством заплаток. Люди, которые позабыли Умара и Али, люди, которые позабыли пример пророка, смотрели на этих людей с пренебрежением. Они считали их не такими, как все. Они на самом деле были не такие, как все. Это были гураба, чуждые. Среди таких непоколебимых последователей пути пророка был и сын правителя мусульман Харуна ар-Рашида. Невзирая на то, что он был сыном властелина огромных земельных наделов, этот юноша был очень богобоязненным и скромным человеком. Роскошная жизнь была чужда для него. Он часто удалялся с огромного дворца своего отца и отправлялся на кладбище. Там он смотрел на давно осевшую землю могил и переживал за свой отчет в день суда. Слезы текли по его щекам, и его одолевал страх перед Всевышним. Он понимал, насколько плачевно положение многих из его знакомых. Ведь обязательно наступит день, когда они также будут лежать в земле. Стоя над могилами, он говорил: «Вы были до нас и властвовали в этом мире. Что вам дало пользу? Что спасло? Ушло все, что было, и вот вы уже в могилах». Однажды он вошел во дворец своего отца, халифа Харуна ар-Рашида, одетый в простое шерстяное одеяние. Увидев его в таком виде, приближенные чиновники халифа стали осуждать его внешний вид. Они переговаривались между собой, говоря, что сын халифа тем самым позорит своего отца среди королей. Это дошло до халифа. Он обратился к сыну и сказал, что он опозорил своего отца своим внешним видом, на что сын ничего не ответил. В тот момент на балконе дворца сидела птица. Юноша взглянул на нее и произнес: «О, птица, во имя того, кто создал тебя, прилети ко мне». И тогда птица подлетела и села ему на руку. После чего он повелел птице вернуться на место, и она улетела обратно. Потом он снова произнес: «О, птица, во имя того, кто создал тебя, сядь на руку амиру верующих». Но птица этого не сделала. Тогда юноша сказал: «Позорит тот, кто углубляется в своей любви к этой жизни». Он также сказал о своем решении покинуть дворец. Он оставил все богатства, взяв с собой лишь мусхаф, экземпляр Корана и кольцо, после чего он отправился в Басру. Там он устроился на работу и работал только по субботам. За свою работу он получал 1 дирхам и данак, и этого ему хватало на жизнь. В это время в Басре жил человек по имени Абу Амир. Он рассказал, что однажды у него разрушилась стена, и он решил нанять работника, чтобы восстановить ее. Когда Абу Амир отправился на поиски работника, то увидел юношу, красивее которого раньше никогда не встречал. Он пригласил его на работу, и тот согласился. Абу Амир удивился, когда увидел, что юноша выполнял работу 10, и хотел заплатить ему вдвое больше. Но он отказался
и взял только ту плату, о которой они договаривались в начале. На следующий день Абу Амир вновь пожелал пригласить юношу на работу, но не нашел его. Ему сказали, что он работает только по субботам. Тогда Абу Амир решил отложить эту работу до субботы. И когда настал этот день, он вновь пригласил его к себе. На этот раз Абу Амир решил понаблюдать из укромного места за своим работником и увидел, что когда юноша клал слой глины на стену, то кирпичи сами укладывались в ряд, и с удивлением произнес: «Вот такими бывают аулия». По окончанию работы Абу Амир приготовил юноше 3 дирхама, но тот отказался от доплаты и взял только то, о чем договаривались. С тех пор он каждую субботу приглашал на работу только этого юношу, но однажды не смог его найти. Абу Амиру сказали, что юноша заболел и вот уже 3 дня лежит в одном заброшенном доме. Тогда он сказал, что вознаградит того, кто укажет ему путь к этому дому. Когда он добрался до этого места, то увидел, что у этого дома даже нет дверей. Юноша лежал без сознания. Абу Амир поприветствовал его и для удобства подложил ему камень под голову. Состояние больного было настолько тяжелым, что он узнал своего знакомого только после того, как тот еще раз поздоровался с ним. Абу Амир хотел положить его голову себе на колени, но тот отказался и произнес: «О, друг мой, не обманись роскошью жизни. Жизнь пройдет, а роскошь исчезнет. И если ты поднял табут, неся его к могиле, то знай, что и тебя понесут». Потом он попросил: «О, Абу Амир, когда покинет душа мое тело, то обмой и заверни меня моим халатом вместо савана». Абу Амир трепетно спросил: «Почему бы тебе не завернуть в новый саван?» На что тот ответил: «Живой больше нуждается в новом, чем умерший. Возьми мои вещи и отдай тому, кто будет копать могилу, а мусхаф и кольцо отнеси амиру мусульман Харуна ар-Рашиду, передай ему лично в руки и скажи: о амир верующих, у меня есть для тебя вещь, данная на хранение чужим юношей. Ни в коем случае не встречай смерть в увлечении жизненными вопросами». После этих слов он покинул этот мир. Только тогда Абу Амир понял, что это был сын правителя. Чтобы исполнить завещание, Абу Амир отправился в Багдад и, прибыв в столицу, где обычно проходит свита правителя, стал дожидаться его появления. И тут он увидел огромную процессию, в которой было 1000 наездников, а затем еще 10 таких же. В 10-й он увидел халифа и закричал: «О, амир, ради твоего родства с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалам, остановись ненадолго и выслушай меня». Он заметил Абу Амира и приблизился. Тогда Абу Амир сказал ему: «У меня есть для тебя то, что передал чужой юноша». После этих слов он передал мусхаф и кольцо и добавил: «Он завещал мне это сделать». Амир опустил голову, и по его щекам потекли слезы. Затем правитель повелел своим охранникам побыть с Абу Амиром, пока он не позовет его к себе. После чего он уехал, и когда вернулся, то попросил охрану позвать Абу Амира, несмотря на то, что это усиливало его печаль. Охранник подозвал и предупредил: «О, Абу Амир, правитель сильно грустит, постарайся быть кратким». Абу Амир рассказал: «Когда я вошел к правителю, он был один. Он подозвал меня и спросил: „Ты знал моего сына?“ Я ответил: „Да“. Дальше он спросил: „Какую работу выполнял мой сын?“ Я сказал: „Он строил стены из глины и камня“. Дальше халиф спросил: „Ты приглашал его к себе на работу?“ Я ответил: „Да“. Тогда он сказал: „Как же ты мог использовать его? Он же родом по линии посланника Аллаха“. Я ответил: „О правитель верующих, я узнал об этом только за мгновение до его смерти“. Затем халиф спросил:
Ты омыл его своими руками?» И я ответил: «Да». Тогда правитель прижал мои руки к сердцу и произнес: «О, чужой, из-за тебя мое сердце тает, а из глаз текут слезы. О тот, кто так далек от меня, а грусть так близка». Смерть разрушает любую, даже хорошую жизнь. Ты был светом полнолуния. Свет ушел, и осталась тьма. Позже Абу Амир с правителем направились в Басру, к могиле сына халифа. Увидев могилу, Амир потерял сознание, и после того, как он очнулся, сказал, обращаясь к сыну: «Ты ушел и никогда не вернешься из своего путешествия. Тебя смерть настигла молодым. Ты даровал моему сердцу спокойствие и был для меня самым близким. Ты был со мной и длинными, и короткими ночами. Ты уже испил чашу, и твой отец ее тоже выпьет. Каждый узнает вкус смерти, где бы ни был, и в городе, и в пустыне. Хвала Аллаху, у которого нет соучастника. Все происходит по его предопределению, и так было суждено». Когда Абу Амир лег спать, он увидел во сне купол из света, а над ним светящееся облако. Когда облако рассеялось, он услышал обращающийся к нему голос. «О, Абу Амир!» — сказал голос. «Аллах тебя вознаградил». Он спросил: «О, сынок, куда ты прибыл и что произошло с тобой?» Голос ответил ему: «Аллах даровал мне то, что ни один глаз не видел, ни одна душа не слышала, и никто не мог даже представить себе это.